От двухквартирного дома, где еще недавно жили многодетная семья и пожилая пара, не осталось ничего. Накануне односельчане и просто отзывчивые люди провели здесь субботник, разобрали место пожарища. Тут же на пепелище мы и Чё, застали одного из есть? погорельцев, Раиля Габитова. Как-то отстраиваться надо, что-то делать. Так. Вот все. Помощь, конечно, была бы, конечно, хорошо. Что делать? Сельчане помогают, нам хоть весь разобрали, хотя есть с работы ребята приехали, помогли все. Конечно, мужчина еще потерян, тяжело найти слова и высказать свои эмоции. Раиль Салимьянович во время пожара потерял не только дом, но и единственного близкого человека – супругу. Сам тоже пострадал при происшествии, получил ожоги. Горе хочет заглушить работой, а ее впереди много, нужно выстроить дом, только вот пока нет возможности. Помощь приходит от сельчан и горожан, помогают и коллеги с работы. Однако человеку, потерявшему все, вплоть до документов, еще долго нужна будет материальная поддержка. Многодетная семья на данный момент обеспечена предметами первой необходимости. Неравнодушные люди подключились к помощи пострадавшим оперативно. Люди несут одежду, посуду, школьные принадлежности для старшего сына, продукты, мебель. Из Белорецка привезли дрова. Но сейчас нас пока приютили временно родственники, то там, то тут ночуют. Здесь холодно, вот там предоставили дом. Ну, нежилой дом пока. Жить невозможно, здесь очень холодно. Я одна воспитываю 3 детей, муж год назад погиб у меня на севере. Дом купил тот на материнский капитал. Вообще ни финансов, ничего. Теперь как-то все односельчанам, которые помогали тушить пожар, ну, всем горожанам, всем, кто не остался в стороне, помогал финансово, материально и физически. Всем большое спасибо. Женщина, у которой на руках осталось 3 детей, сейчас находится в чужом доме, который мало пригоден для проживания. Поэтому все малыши распределены по родственникам. Одной из первых, кто кинул клич помощи для погорельцев в социальных сетях, стала Гульсум Борисенко, родственница многодетной мамы. Сейчас она активно помогает и Раилю Габитову в сборе средств. Первые же часы, буквально за 2 часа они одели, обули всех ребятишек, всех 3. Финансово помогает, продукты все привезли, как было сказано. На сегодняшний день, в первую очередь, что нам надо? Для этих детей, честно сказать, жилье. Где угодно жилье. Здесь в поселке муниципального нету. Это говорит о том, что здесь невозможно получить жилье. Может, где-то в пригороде еще возле Сибая, может, в Сибае что-то получится, но в таких условиях, конечно, и не прожить. Это вот единственное, что сейчас надо. Ну и, конечно, и финансовая помощь еще требуется этой семье. Им еще на ноги восстанавливаться очень долго. Также хотелось бы сказать по поводу Раиля Салимьяновича. Он человек положительный, скромный, всю жизнь проживший здесь. Он никуда не уедет. Хотелось бы попросить, может, какие-то организации, может, кто-то, дома строятся у нас очень, может, кто-то может помочь лесом, стройматериалом. Он не уедет никуда, он хочет строиться здесь. Поэтому предоставление жилья другого ему никак. Он не может просить. Он такой человек скромный, мы его знаем почти, можно сказать, всю жизнь. Если есть такие люди, кто может помочь финансово, кто может стройматериалом для человека помочь, очень просим. Ну и просим администрацию, не проходите мимо чужой беды. Это не чужая беда, это наша общая беда, что остались люди на улице среди зимы. В настоящее время пострадавшие пытаются восстановить душевное равновесие. В обоих случаях это получается еще с трудом. Они надеются на добрые сердца земляков. Все желающие могут поддержать материально многодетную семью Насыровых и Раиля Габитова. Ирина Оренбургина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.